Добрый день, я рада приветствовать вас здесь, в Русском доме. И, к сожалению, все Zoom-конференции у нас проходят в некой всегда очень камерной атмосфере. Действительно, не просто через камеру Zoom, но и атмосфера камерная. И мы видим разные интерьеры квартир, разные интерьеры тех помещений, в которых мы снимаемся. В данном случае мне хотелось бы, чтобы вот эта камерность как-то проходила все-таки на не просто публичном явном месте, как Русский дом. Мне хотелось бы все-таки, чтобы эта камерность еще и имела некий символический смысл. И вот поэтому мы сегодня о теме важной, теме заявленной в рамках зимней школы образовательного фонда братьев Трубецких, зимней школы, которую организовал фонд в лице господина Белкинда и Поволжского православного института. Вот мне бы хотелось, чтобы это проходило именно здесь, именно в Русском доме. И мы сейчас находимся в так называемом помещении когда-то бывшего гимнастического зала, который, кстати, во время торжеств, во время больших праздников был переоборудован очень часто в такую церковь, домовую церковь Русского дома. И мы находимся в правом крыле этого зала, в левом крыле этого зала. По сути дела, и правое, и левое крыло – это были такие ответвления, где находилось два музея. Музей Конногвардейский и музей императора Николая II. Вот, собственно, отсюда я и буду вам рассказывать, я надеюсь, занимательную историю формирования русской зарубежной церкви здесь, в королевстве сербов, хорватов и славянцев, в королевстве Югославии, здесь, в Белграде. Добрый день, кто у нас подключен онлайн. Нас слышно, видно? Вас слышно и видно, да. Еще раз всем добрый день. Технический момент. Мы ожидали одного участника, у нас 6. Тариф у нас технический. Через 40 минут мы отключимся. Нужно будет через 40 минут, когда произойдет отключение, еще раз по этой же ссылке зайти. И у нас с вами будет еще 40 минут, и такого, в общем, 1,5 часа. Вот, приносим извинения за такую вот техническую сложность. А сейчас я передаю слово отцу Георгию для того, чтобы вот представить Ирину Николаевну, нашу аудиторию, ну и, может быть, сказать несколько слов о том, кого мы еще здесь сейчас видим. Спасибо большое, Ирина Николаевна, рад вас видеть и приветствовать. Второй раз уже на этой неделе, в понедельник мы с вами участвовали в семинаре по русской школе. И замечательный ваш доклад был о русско-сербской гимназии. Хочу поблагодарить еще раз вот лично таким образом. И с большой надеждой представляю для участников здесь присутствующих в аудитории в Тольятти и всех, кто включился виртуально онлайн. Хочу представить Ирину Николаевну Антонасиевич, одного из ведущих балканских русистов, человека, который давно и плодотворно занимается историей русской эмиграции. Когда мы готовили зимнюю школу, хотели, конечно, надеялись, что это будет и ваш приезд, и присутствие ваших студентов здесь. К сожалению, карантин не дал возможности этого сделать. Но я вот к вам обратился с просьбой, можно ли такую лекцию, вот чисто просветительскую, вводящую в тему истории русской церковной эмиграции в Югославии, в королевстве СХС, получил ваше согласие, признателен. И хочу сказать, что не просто это будет некая академическая беседа, а мы надеемся, что эта тема заинтересует студентов, историков здесь, в Поволжском православном институте, и даже смело такое
мечтание, такое пожелание имеем, что, может быть, этот интерес взаимный перерастет в какие-то контакты и дружбу, и, возможно, какой-нибудь мы клуб даже сделаем «Волга-Дунай», где тема русско-сербских связей будет изучаться, поддерживаться. Ну и просим вас начать и дать старт этому разговору. Спасибо большое за представление и сразу же за инициативы. Я сразу должна сказать, мне очень жаль, что я не смогла вот вам эту лекцию прочитать живьем, и поскольку живое общение, собственно, оно, конечно же, вырастает в какие-то вот те контакты, о которых мы сейчас говорили, но в любом случае, я думаю, что так или иначе эти контакты будут, и я надеюсь, что студенты темой заинтересуются. Я постараюсь сегодня действительно не скучную академическую лекцию прочитать, я ее выстроила неким особым способом. Я надеюсь, что вам будет интересно, и что, может быть, некие исследовательские проекты появятся, может появятся некие исследовательские идеи, например, те же русские мигранты вот вашего города, да, которые связаны с вашим регионом, связаны с вашим этим местом, все это можно выстроить. У нас, к сожалению, очень мало участников, нам запрещено, но у нас сегодня вот с нами Данила Данилович, он тоже занимается, интересуется русской эмиграцией, он молодой исследователь, в данном случае мой единственный слушатель, но, к сожалению, у нас запрещено из-за вот ситуация, которую мы все прекрасно знаем, напоминать я не буду. Я сейчас бы перешла к своей презентации. Мне нужно с вами поделиться сейчас этой презентацией. Я надеюсь, я смогу это сделать. Вот, я думаю, что вы видите все на экране, по крайней мере, у меня включилось. И я сегодняшний разговор наш, вот думала, как бы мне вот избежать вот этой скучной линейки хронологической, то есть как мы будем говорить о датах, мы будем говорить о разных вещах, но тем не менее мне кажется, что сегодняшний разговор стоит строить несколько иначе. Стоит строить по некой концепции, которую в свое время выдвинул французский исследователь Нари, он называл «места памяти». И вот когда мы говорим о понятии «места памяти», знаете, ну, у каждого из нас, мы живые люди, у нас есть индивидуальные свои места памяти. Вот когда пришел, видишь вот эту скамейку во дворе, да, в котором ты провел детство, и тут нахлынуло, да, это ваше личное место памяти. А вот есть места памяти коллективные, места памяти, которые мало того, что вокруг них можно выстроить всю историю, я сегодня буду так строить, вот такой конструктор некий исторический вокруг одного места, но кроме этого есть еще и места, которые вдруг символически, очень знаково объединяют одну страну и другую страну. И вот смотрите, что я выбрала. Видите, это картина художника Ложкина. И цитаты из 3 разных стихотворений, московских стихотворений Марины Цветаевой, посвященные изображенной на этой картине Иверской часовне. Иверской как сердце Москвы. И вон за той дверцей, куда народ валит, там Иверское сердце червоное горит, льется аллилуйя на смуглые поля, и в грудь тебя целую, московская земля. Опять же, из Цветаевской мой род разгарчив, даром, что свят вид, как золотой ларчик Иверская горит. И вот здесь же верхняя цитата, ее же из того же цикла о Москве, где шапка православного снята, часовню звездную приют от зол, где вытертый от поцелуев пол. Вот
это Иверская, которая встречала каждого, кто подходил к Кремлю. Вот эта Иверская на самом деле изображена и прошла через многие художественные произведения. Я вот выбрала Марину Цветаеву, я могла выбрать и Осипа Мандельштама, я выбрала художника Ложкина, а вот вам, например, Лентулов у Иверской, тот же 1916 год, когда написано стихотворение Марины Цветаевой. Почему я выбрала Иверскую в Москве, да? Начиная говорить о Белграде? Я об этом вам сейчас расскажу. Ну, для того, чтобы вы поняли знаковость всего этого, я должна упомянуть и, к сожалению, не очень радостные моменты, связанные с вот этой Иверской часовней, потому что, вот вы видите, перед Рождеством 23-го года у часовни устроили такое коммунистическое Рождество, пародирующее, высмеивающее религиозные обряды всех конфессий, а в ночь с 28 на 29 июля 29 года часовню снесли и закрыли. Некоторое время на ее месте простояла вот эта фигура рабочего, довольно редкая фотография, а сами Воскресенские ворота ликвидированы чуть позже, летом 1931 года, и к этому решению относится известная фраза Кагановича, первого секретаря тогда Московского городского комитета ВКПБ, что «моя эстетика требует, чтобы колонны демонстрантов одновременно вливались на Красную площадь». Вот таким образом вот это знаковое место Москвы, Воскресенские ворота, Иверская часовня, была снесена. Вместе со снесением Иверской исчез и список с чудотворной иконы Иверской Божьей Матери, которую именуют еще «Благая вратарница» или «Привратница» от греческого Портатаиса. И она была привезена, этот список был привезен и водружен в Иверской часовне, хранился, то есть еще с 1648 года, когда из Афона, из монастыря Иверон, вот был привезен этот список. Вот это введение о таком знаковом месте Москвы приводит нас к очень знаковому месту памяти, месту, связанному с нашей миграцией. Это Иверская часовня на новом кладбище в Белграде. Вот это старая историческая фотография. И мы должны сказать, что вот эта Иверская часовня, она как раз, видите, и закладывалась как место памяти, закладывалась именно потому, что Иверская часовня в Московская Иверская была снесена. И 22 апреля 1930 года, как мы видим, первый иерарх Русской Православной Церкви за границей, митрополит Антоний Храповицкий, вот он заложил здание Иверской часовни. В фундамент этого здания была положена горсть русской земли. Вот таким образом, вот эта перекличка Москва-Белград, вот эта перекличка разрушенного здания и восстановленного здания, вот эта перекличка памяти, которая, в принципе, на самом деле не должна прерываться, вот это очень, мне кажется, ощутимая, да, поскольку мы сейчас Иверская восстановлена в Москве, да, мы можем подойти к одной Иверской и передать привет другой Иверской здесь, в Белграде. Мне кажется, что вот эта овеществленная связь – это та нерушимая связь, которая связывает и Россию, и Сербию. Вот в создании Иверской часовни принимала участие прежде всего, это во многом была и ее инициатива, и мы должны обязательно упомянуть княгиню Марию Александровну Святополк-Мирскую, которая взяла на себя большую часть хлопот по организации сбора средств для постройки часовни, которая писала массу
прошений, массу объяснений, почему в Белграде должна стоять Иверская часовня. Вы видите один из документов перед вами на экране, и документы, которые хранятся в архиве Югославии, которые хранятся в архиве Сербской православной церкви, здесь есть часть документов. И опять же, вот если кому интересна история создания Иверской часовни, детальная, она до сих пор не написана, она до сих пор требует исследователя, и вот вам это может быть одной из тем и исследований. А строителем, архитектором и инженером-строителем этой часовни был Валерий Владимирович Сташевский. Мы сегодня будем упоминать его имя еще раз. Собственно, весь рассказ я так и выстроила, чтобы он, вот все, что мы упоминаем в связи с этой часовней, оно как-то было связано, взаимосвязано. А на самом деле мне это было очень легко сделать, потому что всегда вот так в истории что-то взаимосвязано и перетекает, и вытекает одно из другого. 5 июля 1931 года, да, 90 лет будет в июле этого года, вот эту построенную за год с небольшим часовню осветили. Осветил патриарх сербский Варнава и, опять же, митрополит Антоний. И вот посмотрите, вот на этом слайде описание, что было в этой Иверской часовне. Да? С внешних сторон был святитель Николай в честь памяти Николая I и святитель Алексей в честь цесаревича Алексея. Вот эти два больших образа, они также были доставлены с Афона. И кроме того, в часовню были собраны святыни главных городов России. Вот смотрите, я вот говорила о связи Белград и Москва, но часовня изначально уже строилась как некий главный и важный символический текст. Текст, где собраны, видите, Москва – это Иверская икона Божией Матери, да, привезенный из Афона список, второй список. Да, вместо того, который уничтожен был или потерян там в Москве, значит, в память Киева была икона Успения Божией Матери, привезенный список из Иерусалима, а в память Петрограда нерукотворный Спас, да, бывший в домике Петра Великого, да, и тоже подаренный Афонским Свято-Пантелеймоновским монастырем. И вот эти списки, да, икон, находящиеся или находившиеся здесь, в Иверской, в Белграде, они делали Иверскую неким прообразом, символическим прообразом России, той России, которую, к сожалению, наши мигранты вынуждены были покинуть. Вот вам еще исторические фотографии Иверской часовни, да, из разных ракурсов. И вот вам старая фотография. Я сознательно не брала новую фотографию, к сожалению, очень печальная история с реконструкцией и русского участка кладбища, и с реконструкцией Иверской часовни. Мне больше нравится вот это такая вся в уютной зелени, очень отвечающей самому складу часовни. И вот вы видите здесь, вот в этом участке часовни находится крипта. Здесь похоронен, в этой усыпальнице погребены скончавшийся в 1934 году митрополит Антоний Храповицкий и его келейник, архимандрит Феодосий Мельник. А слева от входа в часовню похоронен умерший в 1932 году епископ лондонский Николай Карпов и скончавшийся в 1940 году Петр Беловидов, священник Русской Церкви Святой Троицы здесь же, в Белграде.
и о котором сегодня будет идти речь. И, собственно, то, что Иверская приняла в рамках, да, своей усыпальницы, в рамках своей крипты, и человека, создавшего русскую, зарубежную русскую церковь, митрополита Антония, это опять же тоже некий знак, который увеличивает, наверное, символику Иверской часовни. Я выбрала для рассказа о митрополите Антонии, конечно же, только упоминание. Сам детальный рассказ, он занял бы еще 1,5 часа, если не больше. Я выбрала не фотографию. Фотографии я буду сегодня вам показывать, а я выбрала вот этот образ художника Михаила Нестерова, который, мне кажется, очень сильно передает, да, вот ту значимость облика митрополита Киевского и Галицкого, да, в митру Алексея Павловича Храповицкого, который вот был одним из старейших и авторитетнейших иерархов русской церкви, и который еще в 1920 году в Константинополе, очень часто мы говорим, русская зарубежная церковь, она оформлена в королевстве сербов, хорватов и славянцев. Нет. Все-таки она, вот это высшее церковное управление, значит, стало действовать в Константинополе в 1920 году. Но, тем не менее, Сербия и, то есть королевство сербов, хорватов и славянцев к тому моменту, оно стало важной вехой в формировании русской зарубежной церкви. Потому что 14 февраля 2021 года, вот, смотрите, почти не хватило нам несколько дней до столетия, скажем так, через неделю, да, у нас будет столетие, меньше чем через неделю, значит, вот этого события из Афона прибывает в королевство сербов, хорватов и славянцев Антоний Храповицкий. И вот с этого момента начинается история формирования русской зарубежной церкви. С этого момента он начинает предпринимать усилия по организации церкви как институции, потому что любое трагическое, посттравматическое событие, гражданская война, эмиграция – это событие сильнейшего травматического характера, коллективная травма. Вот для того, чтобы ее преодолеть, необходима организация чего-либо. Вот Сербия, сегодня упоминалась, мы вчера говорили о русских школах в составе конференции Свято-Тихоновского университета в Москве. Но я должна сказать, что смотрите, что сделала Сербия. Сербия приняла армию, а это, извините меня, очень непросто принять человека с ружьем, не просто отдельных эмигрантов, а армейские формирования по той иерархии, по которой они и существовали в то время. Она приняла русские школы и разрешила русским ученикам учиться по правилам тех учреждений, которые прибыли в королевство, и обеспечивала их финансово, и разрешила эти программы. Вот точно так же, когда речь идет о церкви, она не требовала перехода под сербскую юрисдикцию. Сербская церковь была настолько, в данном случае, братской соборности, настолько великодушна, что разрешила русской церкви формировать себя
в рамках, в границах чужой страны. И вот мало того, уступила Патриархийский двор. Мы видим, это городок Сремские Карловцы в Сербии. Тут находилось наше высшее церковное управление. Здесь, при дворе патриарха, был уступлен вот этот Патриархийский двор для нашей церкви, а 30 июня 1921 года Святой Архиерейский собор принял к рассмотрению просьбу митрополита Киевского Антония перевести, я цитирую, церковную администрацию из Константинополя в Сербию. Вот таким образом Сербия и стала центром формирования русской зарубежной церкви. И митрополит Антоний, конечно же, об этом помнил всегда. И вы видите вот его благодарственное письмо министру веры Королевства сербов, хорватов и словенцев. В данном случае он благодарит за организацию вот первого собора, который вот состоялся 21 ноября 2021 года. Потом было еще несколько совещаний, в данном случае вот это совещание 1935 года. Я почему его показываю? Потому что вы здесь видите рядом с митрополитом, видите и барона Врангеля, который тогда же в 21 году и прибыл в Королевство сербов, хорватов и словенцев, и также был размещен в этом городке Сремские Карловцы. Поэтому Сремские Карловцы, конечно же, обязательный пункт. Если мы когда-нибудь с вами устроим зимнюю школу, зимнюю, летнюю школу, неважно, устроим школу действительно в Белграде, давайте подумаем, почему бы и нет, то я вас с удовольствием повезу в Сремские Карловцы. В принципе, все наши вот эти школы выездные, в которые мы участвуем, которые мы организовывали, и все наши, значит, экскурсии, которые организовываются по русской истории Сербии, они, конечно же, Сремские Карловцы посещают в обязательном порядке. Вот еще одно совещание, архиереев под председательством сербского патриарха Варнавы в 1935 году. Тогда было выработано временное положение о русской православной церкви за границей. И вот в 1938 году состоялся второй зарубежный собор, материалы которого были опубликованы. В данном случае вы видите экземпляр отца Георгия Граббы. Кроме того, выходила и отдельная газета, которая издавалась архиерейским синодом с 22 по 30 годы. Она выходила, церковные ведомости, и опять же описать, например, вот эту газету в рамках некого исследовательского проекта и оцифровать, это может быть тоже очень-очень важным и значительным вкладом, когда речь идет о исследованиях. Вот смотрите, вот это опять же Иверская. Я все время говорю, мы будем возвращаться к этому месту памяти. Вот в этой Иверской, это митрополит Антоний, а рядом с ним, вот смотрите, стоит такой с окладистой бородой, такой очень симпатичный человек. Это его келейник. Это келейник его, значит, который, опять же, для нас человек удивительный, и который связывает нас с еще одной сербской страницей истории, но и русской же страницей истории. Эта страница истории находится в монастыре
Высокие Дичаны, в Лавре Дичанской, как ее еще иногда называют, которая находится ныне в Косово. Это один из, ну, может быть, самых красивых монастырей, которых когда-то я видела в своей жизни. Монастырь до сих пор, несмотря на то, что он находится в Косово, находится в сербском анклаве, очень живой. Недаром поставила вот эти, видите, описывают, может быть, монастыря с несколько необычной стороны. Слышу чей-то голос. Запола, Барпола Сапой. Да, что-то вы... Извините, это кто-то включился. Значит, и вот эта история этого монастыря, она связана с русскими. Она связана с русскими еще до периода эмиграции. И, слава богу, вот буквально на днях вышла книга «История дичанского монаха». Это дневник дичанского монаха, поскольку здесь, в Дечанах, в начале века было русское монашество, несмотря на то, что это сербский монастырь. И вот келейник Антония Храповицкого, Феодосий Мельник, он как раз и сохранил во время Второй мировой войны, сохранил этот монастырь, который сейчас под защитой ЮНЕСКО, вот эту великолепную всю эту красоту, сохранил просто потому, что в какой-то момент он, когда уже речь была и договорились о разрушении храма, вроде бы по причинам стратегического характера, вот архимандрит Феодосий, между прочим, человек сам по себе военный, один из немногих полный георгиевский кавалер, награжденный не только георгиевскими крестами первой, второй, третьей, четвертой степени, но и георгиевскими медалями. Вот он вдруг повернулся и иноку Герасиму русскому, да, что-то сказал по-русски. И итальянский вице-король Джакомини, тот, который принимал решение о разрушении храма, вдруг он сказал: а что вы говорите по-русски? И стал вспоминать времена, когда был в Петербурге в качестве офицера военной миссии, стал вспоминать свои какие-то периоды этой беззаботной, бесшабашной молодости и помиловал дычаны. И вот дычаны стоят, слава Богу, до сих пор, стоят, нас и радуют, и дай Бог будут стоять далее. А отец Феодосий, который был настоятелем дычан вплоть до его смерти, он похоронен вот здесь же, похоронен рядом с митрополитом Антонием, похоронен в гробнице Иверской часовни на новом кладбище. К сожалению, с последней реставрацией никакой записи о том, что он здесь лежит, нет на стене часовни. А вот это еще один интересный момент, еще одна биография архиепископа Иоанна в миру Михаила Борисовича Максимовича, святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Франциско. Вот он, видите, здесь сидит с Феодосием Мельниковым, вот он сидит в городке Битоль. В городке Битоль он тогда был преподавателем в этой битольской семинарии. Вот это, опять же, очень интересная русско-сербская история. Я очень люблю именно историю выстраивать вот так по биографиям. Исследователь, историк Эмерсон как-то сказал, что истории нет, есть биографии. И вот эти биографии, они своего рода вот выстраиваются в некую историю. Вот архиепископ Иоанн – это у нас русско-сербская история, поскольку он серб по происхождению. Серб. Максимовичи – это та известная
сербская фамилия, семья, которая в свое время искала, да, у России, в России пристанище, которое в свое время, во время переселения, как говорят сербы, или во время той эмиграции большой частью сербского дворянства, да, сербских военных, была в свое время в несколько этапов проведена, и которая сформировала в свое время и славяно-Сербию, да, и новую Сербию в рамках Российской империи. Вот он, ставший уже серб по происхождению, ставший уже русским гражданином, да, у него было русское подданство, он вернулся в Сербию как русский беженец. Кстати, семья Максимовичей, что интересно, в этой семье два святителя. Это митрополит Иоанн Тобольский, вот он, Сибирь и Сербия, прямая связь, да, прославленной Российской Церковью, великий святителя, и вот архиепископ Иоанн Михаил Борисович, то есть святитель Иоанн Шанхайский и Сан-Франциский. Вот он учился как русский ученик, как русский студент, он учился здесь, в Сербии, здесь в Сербии закончил семинарию, здесь в Сербии стал священником, а потом его паства, вы видите, он недаром Иоанн Шанхайский, Сан-Франциский, его паства вот, расширилась и от Китая, да, до Америки. Человек, опять же, если вы начнете изучать его жизнь, очень интересный, очень с каким-то задорным и верным стержнем внутри, и вот он по-своему, например, воссоздал почести королю Сербии Александру, который после революции приютил его и многих других иммигрантов в Белграде. Вот на месте гибели короля король умер то есть было покушение, да, во время которого он погиб в Марселе. Он был убит террористом на улицах Марселя, и вот здесь, в Марселе, на месте гибели короля, святитель в одиночку отслужил по нему панихиду на французском языке. А на такое публичное поминовение погибшего монарха никто тогда не решился. Он просто взял метлу, очистил этот участок тротуара, постелил епископские орлицы, возжег кадильницу и отслужил панихиду. Это поступок, это по мне подвиг. Ну и заканчивая сегодня или подводя итог своей лекции, я хочу еще об одном месте рассказать. Вот месте, которую 21 сентября 2024 года возникла в Белграде, возникла возле церкви Святого Марка, возникла в районе Ташмайдан, то есть каменоломни, где еще с римских времен добывали камень, отсюда Таш, да, камень, Майдан, такая площадь. Вот здесь, в этом районе, на территории старого кладбища, вот мы говорили, часовня Иверская стоит на новом кладбище, территория старого кладбища к тому времени расформировалась и переносилась на вновь созданную территорию нового кладбища. Вот там, на территории старого кладбища, заложен первый русский храм в Белграде, храм Святой Троицы, освящен он был 4 января 25 года, построен очень быстро, и в этом храме до 1944 года пребывала дигитрия русского россияне, пребывала курская коренная икона знамения Божией Матери. Вот она. Ее в начале марта 2020 года епископ Курский Феофан привез на пароходе «Святой Николай».
привез в Сербию. В сентябре генерал Врангель просил доставить чудотворный образ в Крым. Она вернулась в Крым и опять 29 октября 1920 года покинула Россию с эвакуацией. Вновь прибыла в Сербию, сначала пребывала в монастыре Язык на Фрушковой горе, как говорили русские эмигранты, Фрушка гора, комплекс монастырей, где, кстати, в монастыре Хопова и возродилось женское монашество, которое когда-то было турецкой вот этой оккупацией Сербии пресечено. Вот эта линия женского монашества. Сначала хранилась икона, я уже сказала, в монастыре Язык, а потом образ с конца 27 года находился вот в этой Троицкой русской церкви в Белграде, в церкви, где хранились и знамена русской армии генерала Врангеля. Вот историю создания русской церкви тоже очень интересно описать, потому что, смотрите, я уже вам сказала, 24 год, а до 24 года богослужения, русские богослужения, они вершились в разных местах. Иногда просто в отдельных городских заведениях, в которых были русские, например, в русской столовой на улице Короля Петра. Иногда, вот видите, вот что стояло на месте русской церкви, редчайшая фотография, там стоял вот такой, видите, одноэтажный домик, иногда его называют барак, но наверху, видите, все равно есть крест, да, вот это такое приспособленное помещение, где начали уже те богослужения, и, конечно же, желание, чтобы вот эти временные или приспособленные помещения превратились в русскую церковь, эти желания были, и вот вам заметочка небольшая, постройки в Белграде русского православного храма, был даже расписан конкурс. И по этому конкурсу победил вот этот проект русского храма архитектора, художника Романа Верховского. Опять же, великолепного художника, чудесного скульптора и человека интересной судьбы. И под этот большой храм должна была выделить, то есть предполагалось, что будет выделена территория в районе нынешнего ботанического сада. Проект Валерия Сташевского, вот он, осуществившийся, не победил. Он был вторым в списке. Но церковь наша, церковь Святой Троицы в Белграде, была выстроена по проекту Сташевского, по проекту, который, видите, шел вторым номером в конкурсе. Почему? Просто потому, что под проект Верховского требовал больше финансов, а русская эмиграция не могла, ведь это собиралось, и средства на этот храм собирались русскими эмигрантами буквально по миру, да, и не могла вытянуть большой проект, не могла построить. Вот вам вы видите страницу сербского журнала, который как раз фотографирует храм буквально неделю после строительства и освящения. И вы видите, опять же, фотографию Киота с неугасимой лампадой, которая висит перед образом Александра Невского. Этот образ посвящен Колчаку, посвящение Колчаку здесь есть. Более того, сам Киот сделан
в рамках некого текста, там очень много военно-морских символов, и я сейчас надеюсь, что у меня студентка из Тюмени, кстати, студентка по обмену с Тюмени и Белградского университета, она сейчас пишет магистерскую работу, пишет магистрат по текстам киотов и икон русского храма в Белграде. Вот вы видите, это галиполийцы со знаменами, да, своими перед русским храмом. Это редчайшая фотография, когда колокол, который вызвал, кстати, очень много споров, колокол, да, устанавливают на колокольне русского храма. И, кстати, спор о колоколе, он был довольно активным в прессе того времени, потому что этот храм стоит рядом с храмом Святого Марка, и две колокольни, два колокольных звона одновременно. Это та проблема, которую пытались решить, и, слава Богу, решили определенным договором. А вот колокол Русской Церкви – это завещание, на самом деле, это завещание премьер-министра Сербии Николы Пашича, который потом вот приводила в реальность его жена Джорджина, которая выделенные на колокол деньги передала русской эмиграции, и вот отлили и водрузили вот этот колокол Николы Пашича здесь на церкви. Вот вы видите, король Александр выходит из русской церкви Святой Троицы. А вот и фотография, кстати, самого архитектора Сташевского, где генерал Врангель со свитой находится перед церковью. Именно здесь, в русской церкви, генерал Врангель, который умер в Брюсселе, но завещал, чтобы его прах был перенесен в русскую церковь. Именно здесь, в русской церкви, он и похоронен. Видите, вот так выглядел момент, так выглядела его могила после захоронения, а вот так выглядело место, да, это уже середина 30-х годов, с вот этими знаменами, к сожалению, которые украшали русскую церковь, и которые мы утратили, скажем так. Значит, вот в окружении этих знамен своей армии и лежал генерал. И, собственно, закончить я хотела бы стихотворением Сергея Гребенщикова, человека, опять же, чья судьба была связана с Белградом, как русского беженца, судьба его сыновей также была связана с Белградом, Олега и Игоря, частью которых уже выросли здесь. И вот стихотворение «Русский храм в Белграде». То есть если уже начала поэтически, то таким поэтическим моментом и закончу свою лекцию. Я зашел в русский храм. Шелковистый шатер из знамен нашей Родины милой надо мной вековой свой полог распростер, укрывает жизни постылой. Здесь, в святой тишине, русской славой согрет, пред распятием на всеночном бденье я возжег белой свечи мерцающий свет, преклонивший коленом в молении. Вся болела душа в бессловесной мольбе, песнопением хора внимая, горячо я молила грядущей судьбе о спасении родимого края. Под ветхим штандартом, двуглавым орлом, вдруг затеплилась вера святая, кончит править над Русью свой пир бурелом, из-за туч видит солнце блистая. Кто в труде изнемог под тяжелым ярмом, кто теряет надежду к спасению,
посетите наш храм. Там в величии былом подчеркнете вы силы к терпению. Как вы видите, вот вам Белград, 1928 год. Ну, собственно, это все, что я хотела бы, наверное, рассказать. А теперь мне хотелось бы, может, будут вопросы, может, будут какие-то замечания, будут какие-то пожелания. Спасибо большое, Лидия Николаевна. Давайте прекрасное введение в тему. Я думаю, что для наших участников, ваших слушателей, это вот одно из первых знакомств. Тема такой увлекательная. И как коллега у вас по образованию историк, считаю, что именно такой должна быть история. Поэтической, личной, биографичной. Спасибо большое. И если можно, один вопрос. Кажется, если я не ошибаюсь, вы упомянули отца Петра Готовца. Плохо слышу, я извиняюсь. Упомянула кого? Отца Петра Белорибова, настоятеля Троицкого. Да, упомянула, да, первого священника, человека, да, организовавшего вот эту русскую церковь, человека, который, в принципе, многое сделал для того, чтобы она, ну, во-первых, была выстроена и состоялась, но, во-вторых, который, кроме того, опять же, когда речь идет вот этой символической связи, который, в принципе, сделал русский храм вот этим местом, куда люди приходили с своими просьбами, своими проблемами и получали и утешение, и молитву. Он похоронен Он похоронен в Белграде, опять же, захоронен у Иверской часовни. На Иверской часовне есть упоминание его, да. Да. Ну, это вот первое наше знакомство с темой. Спасибо вам большое еще раз. И благодарим за приглашение. Я думаю, да, мы с радостью примем и летнюю школу как раз в Белграде и устроим. Так что до встречи, ждите в гости. Да, спасибо большое. Всего доброго. Спасибо еще раз.